В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». В марте 2019 года состоится финал конкурса «Лидеры России». Уже во второй раз отберут сотню победителей, которые, по словам организаторов конкурса, войдут в так называемый кадровый резерв управленцев для госслужбы и частного бизнеса. В минувшем году, когда конкурс «Лидеры России» проводился впервые, информация о нем появлялась в СМИ, в том числе и на федеральных каналах, едва ли не в ежедневном режиме. В этом же году сообщения о лидерах России стало ощутимо меньше, в то время как количество участников и полуфиналистов конкурса значительно выросло. Мы решили выяснить, почему о второй серии лидеров России меньше говорят, как проходит отбор в этом году, произошли ли какие-то изменения и у участников реальных карьерных изменений, и работает ли на самом деле социальный лифт, обещанный организаторами у самих конкурсантов Марианны Петровой. Она является директором Института непрерывного профессионального образования ЕГСХ, и Евгения Григорьева, генерального директора Агентства по развитию территорий города Якутска. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Во-первых, поздравляем с успешным участием во Владивостоке, откуда вы на днях вернулись. Евгений стал единственным финалистом от Якутии, а Марианна полуфиналисткой. С какими впечатлениями вернулись с Владивостока? Марианна, давайте, наверное, с вас начнем. Добрый день. Значит, по Дальневосточному федеральному округу было 311 человек, они все прошли полуфинал. При первом дне был ретест, это повторный тест, который был с участием экспертов, отсеялись 76 человек. Нас из республики осталось, было 23, осталось 15 человек. И Евгений единственный прошел, который финал. Будет в Сочи в марте 2019 года. Евгений, а как у вас впечатления? Исключительно положительные впечатления. Приятное мероприятие, где собирается огромное количество позитивных людей. Всегда люблю такие мероприятия, где можешь научиться чему-то новому. Евгений, вы не первый раз участвовали в конкурсе. Помог ли прежний опыт участия? Да, безусловно. Конкурс хорош тем, что тебе дается обратная связь. Обратная связь от организаторов, от опытных HR, так скажем, да, которые смотрят, в каких компетенциях тебе стоит развиться, в каких компетенциях тебе стоит добрать. В прошлом году я получил подробнейший отчет по компетенциям, которые мне стоит развить. В прошлом году чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в финал. И там было прям попунктно написано, что какие книжки читать, на что обратить внимание при общении с сотрудниками, при общении с партнерами, по выстраиванию своих каких-то внутренних процессов, включающих в себя лидерские компетенции. Люблю читать, в том числе читать такую литературу, почитал. Мне кажется, за год чуть-чуть прибавил, не считая себя там чем-то таким вот выдающимся. Повезло. У многих людей все-таки не складывается в голове картинка вообще, из чего состоит это мероприятие, как оно проходит. Вы не могли бы поподробнее рассказать о структуре его, как вот проходит, что участники испытывают на самом мероприятии? Это ко мне вопрос? Да, давайте, наверное, с вас начнем, потом Марианна добавит. Вообще конкурс, он многоэтапный. Первый этап он проходит в режиме дистанционного тестирования, видеообращения. Это делается для того, чтобы была максимальная доступность в конкурсе. То есть изначально в этом году было, если мне не изменяет память 222 тысячи заявки в видеообращений. То есть, да, огромное количество людей решило принять участие, это отлично, радует. Да. Примерно население Якутска получается? Да. Наверное, да. То есть такой вот Якутск управленцев подал заявки. Дальше у нас идет ряд этапов, то есть это проверка на общелогическое мышление, на мышление цифровое, то есть цифры считаем, и вербальное. Дальше проверяется управленческий навык. Это все я говорю про дистанционный этап тестирования. Из них отбирается полуфиналисты. То есть вот в пул полуфиналистов по каждому федеральному округу 300, в центральном 600, по-моему. И дальше, значит, эти 300 попадают в полуфинал. Дальше, Марианна, поделись, пожалуйста, как у нас там полуфинал прошел. Полуфинал, он был очень насыщенным. Когда проходишь тест, повторный тест, очень такое ощущение, что сдал экзамен, да? Хорошо. Именно
Был очень насыщенное мероприятие. Первый день мы встречались, мастер-класс нам проводил герой Российской Федерации, единственный ученый, который возглавлял скажем Командиром так, да, корабля был. командиром Сергей Рязанский. Он поделился с нами опытом. Оказывается, очень такое есть мышление критическое называется, когда человек обязательно все это анализирует, все не поддаваясь агитациям, он размышляет и при этом делает про себя выводы. Да? Вот это именно лидерское качество, которое должен обладать именно лидер России. Мгм. А на конкурсе представлены как бизнесмены, предприниматели, так и госслужащие. Кого все-таки было больше на конкурсе в этом году? Но здесь нужно сказать, что были сотрудники именно партнеров фирм. Это Русгидро, Роскосмос. Нашу республику представляли Алроса, Ростелеком, Алмаза-Набара и предприятия. С образовательных учреждений было очень мало, поэтому призываю, чтобы все преподаватели обязательно участвовали в следующем конкурсе. Вот мы в начале программы сказали о том, что в этом году довольно слабо освещали СМИ вторую часть конкурса «Лидеры России». Это как-то сказалось на самом конкурсе? Как вам показалось? Если сравнивать с прошлым годом, я разницы не ощутил. В том же самом кампусе тоже на очень высоком уровне организация. Может быть, действительно было меньше чиновников высшего ранга. То есть, если в прошлом году каждый день по зампреду правительства Российской Федерации, да, то в этом году было в конце, в самом финалисты встретились с Юрием Петровичем Трутневым. В прошлом году почти все губернаторы были регионов. Это первый запуск был, это логично. В этом году уже в более рабочем режиме, то есть по сути выявление именно тех людей, в которых есть некий потенциал, я бы сказал. То есть выход в финал — это не означает то, что ты лидер или что там. Это означает то, что в тебе организаторы увидели некий потенциал. В моей оценке среди наших ребят, которые ездили с нами из Якутии, были ребята, которых я считаю гораздо сильнее, чем я. Организаторы посчитали, что у меня есть, наверное, некие возможности, чтобы развиться, поэтому попал в финал. И плюс, повторюсь, я второй год участвую, второй раз попроще. А что было самым сложным во всех этапах? Давайте, Евгений, с вас начнем, потом Мария. Сложным. Я относился к этому как к отличному мероприятию, в котором я уже получаю удовольствие, общаясь с очень умными людьми и получая навыки, знания, какие-то новые, да, компетенции, командная работа. Поэтому я не видел для себя сложности, я получал удовольствие. Марьяна, вы? Аналогично. Это такое мероприятие, которое дало мне очень много знакомств. Оказывается, в этом году участвовали Республика Бурятия, также Забайкалье. Поэтому очень много появилось знакомых. Это радует. Полуфиналисты и финалисты, наверное, люди опытные, в том числе и как управленцы. Есть ли у человека без большого опыта и соответствующего багажа знаний за спиной шанс стать полуфиналистом или даже финалистом? Здесь есть ограничение, то, что обязательно, если тебе до 35 лет, то ты должен хотя бы 3 года обязательно быть управленцем. Если тебе до 55 лет, то ты обязательно должен хотя бы 5 лет быть управленцем. Но здесь ограничений нет, потому что знания, тесты, они идут как среднестатистическому человеку. Поэтому... Евгений, вы участвовали, получается, и в прошлом году, и тогда стали на тот момент полуфиналистом. У вас тот багаж знаний, который у вас был до этого, вам как пригодился? И если бы у вас до этого багажа знаний было бы больше, как вы считаете, у вас было бы больше шансов стать финалистом, как в этом году? Вопрос
оценки самого себя, он всегда сложный. Да, то есть на тот момент, конечно, за год для человека, который развивается, то есть каждый год совершенствуется, год большой период времени. То есть я, в принципе, отношусь к категории тех людей, которые критично относятся к вопросу саморазвития. То есть я каждый день должен знать что-то новое. Я люблю это дело, и поэтому за год, конечно, как мне кажется, я стал лучше в каких-то моментах, особенно в управленческих, да, то есть я сейчас в этом году возглавил еще одно предприятие, вот агентство по развитию территорий, там ряд вопросов иного масштаба, поэтому, в принципе, за год, да, я как управленец вырос, и мне кажется, это сыграло определенную роль в решении тех кейсов, которые были в рамках конкурса. В марте финал конкурса. Как готовитесь к нему? Вы знаете, ну, как таковой подготовки, наверное, ну, работы управленцем, это моя подготовка. То есть у нас тут задач хватает, которые нужно решать. Кстати говоря, об управленцах, какими качествами они должны обладать, на ваш взгляд? Евгений, давайте, наверное, с вас начнем. Ну, вообще, управленец, безусловно, в современном мире нужно быть образованным. То есть это ряд компетенций, которые ты получаешь в ходе хорошего образования, в ходе каких-то бизнесовых историй, которые дают тебе наружный мир. Также важны компетенции, которые у тебя есть от рождения. То есть сумма вот этих базовых внутренних и внешних составляющих, она дает вам возможность быть хорошим управленцем. А работодатели смотрят на опыт участия в таких конкурсах? Не знаю. Я не сталкивалась. Тоже не стал. Да. А как теперь можете использовать опыт участия в таких конкурсах? Ну, за исключением того, что нашли новые знакомства и контакты. Именно, если касаться меня, то я буду уже сейчас внедрять именно для преподавателей тестирования, для наших педагогов, которые учат у нас аграрных школах и так далее, да. Но так как я многодетная мама, да, у меня 4 сына, старший, он уже работает живет в другом регионе, и хотелось бы сказать, что девушкам, чтобы они тоже участвовали, хотя у нас в нашем регионе было самое большое количество девушек. Марьяна, Евгений, спасибо большое за этот интересный разговор. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.